Вот такие ценники зафиксировала на камеру наша героиня. Стоимость сыра 1000, 1500, 2200, 3500 килограмм сыра стоит. Чернослив 2200 за 1 килограмм. Мандарин с орехом 2200 килограмм. Это кадры из Хабаровска, где на днях открылась ярмарка «Дары Абхазии». Под аналогичной выставкой в конце февраля и в Чите проходила ярмарка сельхозпродукции. Однако абхазское происхождение представленных на ярмарках товаров вызвало сомнения не только в Абхазии, но даже у местных жителей. Ранее на ярмарке в Томске была конфискована партия просроченного мяса, якобы привезенного из Абхазии. С целью прояснить ситуацию мы связались по телефону с торговым представителем Абхазии в Москве Олегом Барцыц. Он настроен весьма решительно. Абхазия никому не позволит использовать бренд республики в своих сомнительных целях, сказал Олег Барцыц. Я убежден, что организаторы этой ярмарки понесли большие финансовые потери. И так будет продолжаться и дальше. Я хочу предупредить всех, кто попытается незаконно использовать абхазские бренды в своих каких-то сомнительных целях. Вы будете нести убытки. Торговое представительство будет отслеживать эту деятельность по всей территории Российской Федерации. Мы не позволим никому использовать наши бренды. Использование бренда «Дары Абхазии» – факт сам по себе положительный. Он свидетельствует о том, что продукция, произведенная в нашей стране, пользуется за рубежом большим спросом. Но когда известный бренд используют недобросовестные предприниматели, то это наносит большой вред имиджу всей абхазской продукции. Это хорошо понимают в Абхазии. Как рассказал Олег Барцыц, после того, как им поступило сообщение о реализации фальсифицированной продукции, были приняты все необходимые меры. Представители Абхазии обратились в органы государственной власти по Хабаровскому краю, в управление Роспотребнадзора и СМИ. Благодаря слаженной работе ярмарка была закрыта. Ярмарка «Дары Абхазии» съехала. Выставка закрыта. Внезапно. В смысле? Пойдем. И Абхазия съехала. А что, Абхазия съехала? И Абхазия съехала, и выставки. Да, мы хотели ярмарку, там говорят, нет ничего. Наша продукция пользуется устойчивым спросом. Огромное количество жителей Российской Федерации буквально охотятся за абхазской продукцией. Мы снабдим их той продукцией, которая будет сертифицирована, которая будет иметь все сертификаты происхождения, отметки о пересечении границы. Таким образом, это будет вполне легальная продукция. А кроме того, наши предприниматели добросовестные, они получат прибыль. Мясные деликатесы, сыры, специи, овощи и фрукты якобы из Абхазии поступают в различные города Российской Федерации. Представленная продукция без сопроводительных ветеринарных документов и других необходимых бумаг, подтверждающих происхождение и безопасность продукции. Олег Барцыц отметил, что теперь на всех крупных ярмарках России будет представлена настоящая абхазская продукция. На базе торгового дома в Москве «Фуд-Сити» создано подразделение, которое будет заниматься всеми вопросами по реализации нашей продукции. Мы сейчас нашли уполномоченную структуру, которая называется региональные ярмарки в Российской Федерации. У них есть большой опыт. И вот они, когда будут разворачивать свои большие мероприятия, там будет сегмент абхазской продукции, абхазских качественных продуктов, которые мы будем с полным основанием иметь право представить на российском рынке. Какой город в следующий раз посетят горе-гастролеры с якобы абхазской продукцией, сказать сложно. Но торговое представительство Абхазии в Москве готово предпринимать решительные меры. Рената Шакай, Абхазское телевидение.